Еженедельный экономический обзор «Капитал» продолжает вечерний эфир. Студия Айсулу Тикимбаева. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Акции Кыргызстана в Центере вновь под арестом. Случайность или нет, но произошло это в момент, когда вновь начались активные переговоры по созданию совместного предприятия «Кумтор». Думайте о будущем, как сделать так, чтобы ваш ребенок к совершеннолетию стал миллионером. И бизнес – дело рискованное, что еще кроме блюд традиционной восточной кухни подают в Аше. Акции Центеры вновь под арестом. 47 миллионов ценных бумаг или 60% доли Кыргызстана в канадской компании. Верховный суд Онтарио удовлетворил иск канадской горнодобывающей компании Stans Energy, которую в 2012 году лишили лицензии на разработку месторождения Кутисай-2. Канадский инвестор обратился в московский арбитраж. Суд обязал правительство выплатить почти 118 миллионов долларов в Stans Energy. Однако Кыргызстан решил отменить это решение и обратился в экономический суд СНГ. Эта инстанция поддержала толкование, предлагаемое нашей страной, и опровергла доводы противников, что инвесторы не могут обращаться в международные арбитражи по своему выбору. В любом случае, Верховный суд Онтарио признал решение московского арбитража и наложил арест на акции Центеры. Представители Кыргыз-Алтына уже заявили, что готовы опротестовать это решение суда. Между тем, известие об аресте акций резко повысило цену Stans Energy. Буквально, наверное, пару месяцев назад их акции стоили 7 канадских центов. После того, как она объявила, что она выиграла в Московском арбитражном суде, и суд обязал выплатить 118 миллионов долларов, акции подскочили с 7 центов чуть ли не до 25 центов. 14 октября, после того, как компания объявила о том, что суд Онтарио арестовал 47 миллионов акций Центеры по требованию компании, акции подскочили с 15 центов до 20 центов, получается на 22%. Это не первый случай, когда решение суда исполняется через арест кыргызской доли в Центере. Прецедент был не так давно. Правительство начало выплачивать 11 миллионов долларов компании «Система Мюхиндеслик», выигравшей в арбитражном суде иск о признании вины правительства в рейдерском захвате отелей Пенара. Причем ранее кыргызская сторона заявляла, что не согласна с данным решением суда. Однако сразу после переговоров с Центерой в конце августа Бишкек стал действовать, чтобы вывести акции из-под ареста. Обсудить эту тему сегодня в студию «Капитала» мы пригласили депутата Джугурку Кенеша Марата Султанова. Марат Абдразакович, здравствуйте. И месяца не прошло, как правительство начало выплачивать систему Мюхиндеслик. Не кажется ли вам, что сейчас, в период переговоров по Кумтору, это становится таким удобным механизмом воздействия на правительство, чтобы оно принимало решения? Я сейчас говорю о том, что для инвесторов это становится удобным инструментом. Они понимают, что сейчас предмет торга как никогда конечно, высок. Да. Для инвесторов очень шикарный момент. Почему? Потому что вы знаете, что англосаксонское право – это прецедентное право. Мы уже создали прецедент, да? Мы выплатили систему Мюхиндеслику. Теперь уже любой арбитраж, который выиграет кто-то, они могут такие свои доводы выставлять в этот суд Онтарио. Уже прецедент создан. Англосаксонское право – это прецедентное право. И поэтому с этой точки зрения, конечно, нам нужно сейчас принимать меры, выстраивать защитные механизмы, потому что это наш единственный такой хороший актив кыргызстанский, который еще более-менее известен в мире. Да? Очень интересный момент, что сейчас решение экономического суда СНГ не то что противоречит, а опровергает доводы противников кыргызской стороны в этом арбитраже по Кутисаю, что в принципе та сторона считает, что она может обращаться в любой арбитражный суд, экономический суд СНГ считает, что не имеет права. Чем это связано? Я думаю, знаете, это как раз тот вопрос, по которому, когда мы, Кыргызстан, безразборчиво подписывали все подряд конвенции, да, соглашения. У нас есть подписанная конвенция ООНовская, мы ее ратифицировали по защите инвесторов. В ООНовской конвенции, которую мы ратифицировали по защите инвесторов, говорится, что стороны могут обращаться, в принципе, в любой арбитраж, который не запрещен. Не запрещен. Но арбитраж предполагает наличие двух сторон, да? И поэтому надо понять, как они обратились в российский этот арбитраж. Согласна ли была наша сторона, либо она была ли уведомлена соответствующим образом. Мы эти вещи не знаем. Что касается экономического суда, то есть экономического суда СНГ, то там есть один нюанс. Экономический суд СНГ, он рассматривает споры только межгосударственные. Это в ее уставе и в законе по ратификации деятельности этого суда четко сказано.
А здесь спор не между государствами, понимаете? Между государством и инвестором. Получается, между государством и инвестором. И поэтому как бы инвестор, он апеллирует договором, который мы ратифицировали ООНовским, а не СНГовским. И здесь, я думаю, есть, конечно, как бы у них тоже свои доводы, но у нас тоже свои доводы есть. Я опять сказал вначале, что любой арбитраж – это двухсторонний. Были ли кыргызская сторона уведомлена, была ли она уведомлена? Если уведомлена была кыргызская сторона, то, значит, почему она тогда вовремя там не выставила арбитража или не опротестовала, что это соглашение, значит, соответствующим образом не действует на территории Кыргызской республики? Вот это все надо разбираться. Мы, к сожалению, не знаем этих дел. Марат Абдуразакович, ну вот смотрите, у нас сейчас обязательства Кыргызстана перед теми, кому он проиграл иски, составляет 143 миллиона долларов. Да? Еще всего выступает Кыргызстан ответчиком по 11 международным искам, и общая их сумма превышает 1 миллиард. Есть ли какие-то механизмы, чтобы защитить наши активы, ну, те же самые акции в Центере сейчас, чтобы и остальные не воспользовались такими методами для того, чтобы давить на правительство? Да. Ну, вы знаете, вот давайте посмотрим как бы структуру акций Центеры. Значит, вот 32% принадлежит Кыргызалтыну. Кыргызалтын тоже акционерное общество, но 100% ее акций принадлежит кыргызскому правительству. И поэтому как бы суд Антарии из этого делает вывод, что опосредованно 100% акций Центеры, вот 32%, которые Кыргызстану принадлежат, они принадлежат кыргызскому правительству. И поэтому они спокойно принимают решения. Ну, например, суд Антарии, он не мог бы... Тут ответчиком выступает государство. Но если бы частью акций Кыргызалтына владели бы граждане Кыргызстана, то, я думаю, они уже не могли бы как бы выставить такие требования, потому что часть граждан Кыргызстана сказали, а при чем тут мы? Вы с государством судитесь. И поэтому с этой точки зрения можно рассмотреть возможность изменения структуры владения акциями Кыргызалтына. Вот помните, наши говорили в свое время, все пусть будет государственным. Как показывает опыт, когда мир глобализуется, это, наоборот, очень большие риски создает. Конечно, с точки зрения нашего права, гражданского права, акционерное общество отвечает только в пределах своего капитала, да, и только по своим делам. И поэтому здесь у нас есть возможность тоже как бы опротестовывать. Спасибо большое, Марат Абдуразакович. И в продолжении темы Кумтора. Арест акций Центеры, принадлежащих Кыргызстану, может завести переговоры по Кумтору в тупик. Одно из главных условий будущего соглашения – это передача кыргызской стороной всего пакета своей доли в Центере в обмен на 50% доли в совместном предприятии по управлению и разработке месторождения Кумтор. На минувшей неделе в Москве завершился 3-й раунд переговоров и о том, к чему приведет создание совместного предприятия. Рудник Кумтор в настоящее время полностью принадлежит международной канадской компании «Центера», которая помимо крупнейшего золоторудного месторождения Кыргызстана владеет действующим рудником Бороо в Монголии и участвует в разработке нескольких горнорудных проектов в Монголии, Китае, Турции и России. Почти 33% акций «Центеры» принадлежат Кыргызстану. Ими управляет акционерное общество «Кыргызалтын». Наша страна является самым крупным акционером золотодобывающей компании. Следующий по величине пакет принадлежит хедж-фонду Paulson & компания с долей чуть более 9,5%. У оставшихся инвесторов пакеты не превышают 5%. При создании совместного предприятия по разработке месторождения Кумтор Кыргызстан и компания Центера будут делить доли в совместном предприятии пополам по 50%. Но при этом Кыргызстан должен будет полностью выйти из состава акционеров Центера. По расчетам Кыргызалтына, при создании совместного предприятия и цене на золото в $1350 за унцию на Кумторе Кыргызстан за 12 лет заработает почти в 2 раза больше, чем если останется существующая схема управления. Например, к 2026 году выручка от рудника составит почти 9,5 миллиардов долларов. Но не вся сумма поступит в госказну. Придется понести затраты на производство, а это почти 5 миллиардов долларов. Еще 200 миллионов долларов пойдет на оплату за лизинг в Центере. Определенная часть в виде налогов и обязательных платежей поступит в бюджет Кыргызстана. 13% от выручки – это налоги и платежи. Еще 1% идет в Иссыкульский фонд развития. Их общая сумма через 12 лет составит 1 миллиард 300
332 миллиона долларов. Для сравнения, с 1994 по 2013 год эти же поступления составили 853 миллиона 811 тысяч долларов. Кроме налоговых платежей, Кыргызская республика получит дивиденды в размере 50% от чистой прибыли Кумтора – 1 миллиард 385 миллионов в качестве дивидендов. Кроме того, из доли Центеры Кыргызстан получает еще 10%, около 139 миллионов долларов налога на нерезидентов. Таким образом, в стране остаются налоги и платежи, выплаты в Фонд развития Иссык-Кульской области и 50% чистой прибыли Кумтора. Таким образом, общие доходы Кыргызской республики за 12 лет при цене на золото в 1350 долларов за унцию должны составить 2 миллиарда 856 миллионов долларов. А при сохранении структуры расчетов по соглашению от 2009 года доходы Кыргызстана от Кумтора за 12 лет составят всего 1,5 миллиарда. Это налоговые поступления и ожидаемые дивиденды от Центеры. А при создании совместного предприятия не только чистая прибыль Кумтора будет делиться пополам, но и управлять золотодобывающей компанией Кыргызстан и Центера будут на равных условиях. Кроме того, Кыргызстан получит возможность снова стать акционером Центеры и получить выгоду, воспользовавшись своим правом купить по фиксированной цене 10 миллионов акций даже в случае последующего роста стоимости ценных бумаг международной компании. Но мы получаем воронты. Это финансовый инструмент, который позволяет получить дополнительные финансовые выгоды. Мы получаем 6 миллионов на 2 года по 10 долларов и 4 миллиона на 3 года по 10 долларов. Теперь, если курс акций Центеры будет выше 10, это наша прибыль. В течение 2 годов, например, станет 13, 14, 15. Разница будет наша чистая прибыль. Если не станет, убытков нет. Для Центеры это как гарантия усилий правительства, чтобы не было серьезных потрясений, которые могли бы обвалить акции Центеры на бирже в Торонто. Правда, есть одно условие, при которых расчеты о получении прибыли почти в 3 миллиарда долларов будут верны. Это цена на золото не ниже 1350 долларов за унцию. Вообще стоимость этого драгметалла величина непостоянная. До сентября 2011 года этот показатель стабильно рос, а в сентябре 2012 года, достигнув отметки 1750, начала падать. 4 октября зафиксирована самая низкая цена за 5 лет – 1191 доллар. Правда, после этого падения драгметалл немного оправился. Его цена на минувшей неделе – 1228 долларов. Мировой рост цены на золото еще 5 лет назад, объясняет эксперт Искендер Шаршеев, был связан с тем, что страны закупали его как гарант своих золотовалютных резервов. В больших объемах скупали металл Китай и Индия. Но сейчас КНР свои закупки значительно сократила. В долгосрочной перспективе прогнозировать цены на золото сложно. В Индии спрос пока еще высокий, и это будет держать золото. Колебаться только в зависимости от спроса на укрепление золотовалютного резерва или на, скажем, повышение крупных рынков закупок золота для сохранения капитала. Да? В этих случаях золото будет дорожать. Но пока на данный момент в глобальной экономике, вот мы анализируем, да, статьи, видим с вами, там нету таких предпосылок, чтобы оно дорожало сейчас. В 2013 году доля Кумтора в ВВП страны составила 7,7%. В разное время работа месторождения обеспечивала от 5 до 11% общего объема экономики. По словам экспертов, создание совместного предприятия может этот показатель значительно увеличить. Помимо этого, Кыргызстан сможет развивать местное производство с целью увеличения количества закупок для нужд рудника на местном рынке. Это также принесет дополнительные выгоды для экономики страны. Постоянно у нас наши крупные компании ссылаются на то, что невозможно найти все, что им требуется на рынке Кыргызстана. Может быть, на самом деле так и есть, но будут какие-то требования, чтобы они все-таки по возможности покупали на внутреннем рынке все материалы, необходимые для них, оборудование и прочее остальное. И еще один не менее важный момент. Реструктуризация проекта Кумтор и завершение процесса политизации крупнейшего бизнес-проекта в стране покажет мировому сообществу и потенциальным инвесторам, что Кыргызстан умеет улаживать острые вопросы цивилизованно. Хотите, чтобы к совершеннолетию ваш ребенок стал миллионером? Сегодня в рубрике «Народная экономика» Русланбек Акимканов рассказывает, как. Руслан, так как вырастить-то будущего миллионера? Очень просто. Надо просто откладывать деньги, и можно даже с малых сумм.
Здравствуйте, это рубрика «Народная экономика», и сегодня мы говорим о самом важном для каждого родителя – как обеспечить достойное будущее своему ребенку. Особых проблем нет, если ваши финансовые возможности позволяют не задумываться, на какие средства будет учиться ваш ребенок в хорошем вузе, а если нет, в любом случае было бы не лишним позаботиться о будущем детей заранее, пока они еще маленькие, время работает на вас. 2 истории о настоящем и будущем в нашем следующем сюжете. У меня дипломка, учеба, плюс английский, и надо еще готовиться к TOEFL, да, и 24 часа это как бы не хватает мне, честно говоря. И хочется, чтобы еще больше было времени, да. В этом году Джитыген заканчивает один из бишкекских вузов и планирует поступить на магистратуру в зарубежный университет. Он уже сейчас готовится к предстоящим экзаменационным испытаниям, но между ним и учебой за границей стоит серьезное препятствие – ограниченные финансы. Во многих учебных заведениях английский уровень не так уж хороший. То есть, чтобы научиться хорошему английскому языку, нам надо, приходится ходить на английские курсы. А как мы знаем, что английские курсы, они в месяц как бы стоят минимум, в среднем 3000 сомов. Можно сказать, в год уходит где-то $1000 только на подготовку. Еще есть проблема, большая проблема, это есть чтобы поступить в магистратуру за границу, нужны огромные средства. То есть денег на учебу в престижном университете с мировым именем, как и у многих студентов Кыргызстана, у Джитыгена нет, поэтому он хочет получить грант на обучение. Но, как признает сам студент, это будет непросто, слишком серьезна конкуренция. Что там? Бусики у мамы, да? 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 Моя ты золотая. Все эти заботы в жизни малышки Дарины будут еще не скоро. Но о ее финансовом будущем родители начали задумываться еще до рождения дочки. Сейчас Диля вместе с мужем выбирает лучшее из предложений банков и советует всем молодым мамам и папам заранее копить на будущее своих детей. Время идет незаметно. С ее дня рождения прошло уже 2 года. И это время пролетело очень быстро. Я понимаю, что расходы на ребенка, они растут с каждым днем. Я понимаю, что когда она пойдет в детский сад, когда она пойдет в школу, когда она пойдет в университет, оно наступит очень быстро. И я хочу быть подготовленным родителям, чтобы мой ребенок ни в чем не нуждался, чтобы все его запросы, все мои желания и планы в отношении нее могли сбыться. И я хочу их подкрепить в первую очередь финансово. Многие могут начать жаловаться, мол, денег и так не хватает, чтобы еще копить для ребенка. Но на самом деле, откладывая понемногу и долгое время, можно собрать солидную сумму. Мы выплачиваем кредиты, мы понимаем, что лучше понемножку, но каждый месяц. Тогда натекает солидная сумма. И мы знаем, что по чуть-чуть, кажется, что незаметно. А тут 2000 сомов в месяц для нас не составит труда отложить, потому что, по сути, сумма не очень большая. Но за год ее посчитать, это уже получается солидная сумма. Порядка 24-30 тысяч сомов, она уже звучит солидно. И если она уже накапливается на счете, получается солидный взнос, и аккумулируя общую сумму, мы получаем действительно большой результат. Дарина лишь только начала открывать для себя этот новый и пока необъятный мир, а когда она будет готова делать свои первые самостоятельные шаги, финансовая поддержка у нее уже будет. Неправильно одеваешь, неправильно. Да. Самый распространенный в мире способ финансово защитить и обеспечить своего ребенка – это детский депозит. Пополняя регулярно долгосрочный депозитный счет ребенка, родители готовят ему стартовый капитал для той же учебы. А еще таким образом можно научить ребенка с ранних лет грамотно копить и даже управлять финансами. Из предложений кыргызских банков по детским депозитам мы выбрали наиболее выгодные – с 13% годовых и капитализацией 3 раза в год. Если долгое время откладывать на счет ребенка деньги, то в итоге доход от процентов может значительно превысить всю сумму взносов. Это связано с тем, как часто ваш банк производит капитализацию, то есть когда начисленные проценты становятся уже частью суммы вклада. Таким образом, вклад увеличивается, соответственно, становится больше и начисляемые на него проценты. Допустим, вы решили начать копить деньги на будущее ребенка, когда он пошел в школу. Если каждый месяц откладывать по 2000 сомов, то к окончанию 11 класса вы сможете накопить 264 тысячи сомов. Ну а если их складывать в банк, то только проценты составят 324 тысячи. В итоге ваш ребенок через 11 лет имеет в распоряжении более 500 000 сомов. Второй вариант. Вы задумались о том, что вашему ребенку нужна будет финансовая поддержка, когда он сделал свои первые шаги. И решили откладывать деньги, едва ему исполнился 1 год. К совершеннолетию на его банковском счете будет 1 709 000 сомов.
Этой суммы вполне хватит для поступления и дальнейшее обучение в самых престижных университетах мира, не говоря уже об отечественных вузах. Ну и третий вариант. Ваш гений после окончания школы поступил на бюджетное отделение, и ему вовсе не надо тратиться на учебу, а вы продолжаете также откладывать каждый месяц по 2000, пока он не закончит вуз и не станет специалистом. Вашим подарком ему на 23-летие и получение диплома может стать немалый капитал в почти 3,5 миллиона сомов, из которых вы внесете 552 тысячи, а банк начислит проценты более 2 миллионов 800 тысяч сомов. Конечно, при таком раскладе необходимо учитывать воздействие инфляции на национальную валюту и падение ее курса по сравнению с долларом. Например, за 15 лет сом стал дешевле на 23%. И напоследок процитирую Джона Рокфеллера. Ваше завтрашнее благополучие зависит от ваших сегодняшних решений. И, пожалуй, можно к этому добавить и благополучие ваших детей. На этом у меня все. Берегите себя. Умение рисковать или смелость – это одно из ключевых качеств успешного бизнесмена. По крайней мере, так пишут в книгах и статьях о бизнесе. «Капитал» встретил такого в Аше. Молодой предприниматель начал знакомить жителей южной столицы с итальянской кухней. В интервью владельца первой в Аше пиццерии о неравной схватке за клиента между лагманом и спагетти. Для любителей свежесваренного кофе, которые никак не могут найти его в Аше, хорошие новости. Теперь в южной столице есть где выпить чашечку американо или эспрессо. Правда, местные жители все требуют по привычке зеленый чай и только. Все эти каркаде с жасмином, мятой для местной публики пока непривычная диковинка. Пиццу эль патио – это томатный соус. Я научился готовить пиццу в Италии, в городе Ромео и Джульетта, Вероне. Может, это не так значимо тут на моей родине, но я стараюсь создать немного итальянской культуры, ее атмосферы. Людям интересно, приходят, пробуют пиццу. Барджо, продукция халал. Основы ресторанного бизнеса и азы кулинарии Савыт постигал в Италии. Ему это удалось нелегко. Не каждый профессиональный повар готов раскрыть секреты своих фирменных рецептов. Но они очень эмоциональные люди, но все равно. Они всегда пытаются скрыть какую-то часть своей техники приготовления. Считается, что у каждого должна быть своя особенность. Иногда приходилось идти на хитрости, даже подглядывать за техникой готовки. Прежде чем открыть пиццерию в Аше, он, между прочим, изучил местный рынок. Рассказывает, что согласно добытым им сведениям, еще 10 лет назад считалось, что в Бишкеке европейскую кухню предпочитают не более 12%, сейчас уже 70%. Но в Аше потенциальная клиентура европейского общепита едва доходит до 1%. Бизнес Савыта достаточно рискован. Славящемуся своей кухней городу Ош нелегко привыкать ко всем этим итальянским пастам, брускетам и лазаньям. Приходят дядьки, да, за 40. Вот, и говорят, мне надо сначала 2 самсы сюда положить, потом порцию лагмана, чтобы наесться. Да и столичные и иностранные гурманы по прилету в южную столицу предпочитают кухню Востока. Но зато у Савыта нет конкурентов. Пока это единственная пиццерия в Аше и единственное место, где можно попробовать настоящий кофе. В день обороты пока небольшие, всего 30-40 пиц. Мало, если учесть, что в Аше живет более полумиллиона человек. Но Савыт верит, что его итальянский уголок все же ждет успех среди горожан. На сегодня это все. Следите за экономикой вместе с «Капиталом». В следующую субботу с новыми интересными темами моя коллега Назгуль Кунурбаева. Всего вам доброго.